Ну, во-первых, мой визит еще не закончен. Может быть, у вас еще будет шанс меня и расстроить, я не знаю. Но пока градус настроения мой увеличивается. По крайней мере, от того, с каким я сюда приехал. Я длительное время находился в Сочи по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И это южная точка нашей страны. Сейчас я нахожусь на северной точке. И могу сказать, что, конечно, вы разные. Вот северяне с южанами вы разные. И те, и другие по-своему дороги, но мне кажется, что все же люди вот северные, они меньше говорят, а больше делают. Вот я ощущаю здесь некую такую деловитость тона, подхода. Я общался с лесопожарной службой, я общался с спасателями. Сейчас за моей спиной вот новое здание, новое клип. Люди достаточно, мне кажется, профессионально подготовлены, а вы не избалованы тем, что вам придут на помощь. Вы в первую очередь рассчитываете на собственную мускулатуру. И вот этим вы как раз и отличаетесь от плотного юга подразделения. Так что у вас некая своя философия, и мне кажется, она достаточно такая правильная. Вы вчера побывали в Копьевском районе, где встретились с добровольниками, с представителями добровольной пожарной службы. На ваш взгляд, насколько это верное решение создавать в отдаленности, вообще на сельской местности добровольную пожарную службу? Если уйти в историю этого вопроса, то еще в царской России была чрезвычайно развита добровольная служба. И туда шли истинно по зову сердца и души. Когда-то в первые свои командировки, еще во времена СССР, я оказался в ФРГ и изучал это добровольчество. И, безусловно, задавал вопросы, ну, что же вас туда привлекает. Разные были ответы. Но потом я перестал задавать этот вопрос, поскольку мне был достаточно такой понятный ответ. В одного добровольца я спросил, почему ты добровольец? Он сказал, потому что я мужчина. И я понял, что глупых вопросов, почему ты добровольец, больше задавать я не стану. Потому что мужчина. Вот это добровольцы, это и есть мужчина. Хотя я не хочу сказать, что не могут быть и женского пола, они и существуют в стране. Но мужчина – это такое философское понятие. Это стало быть некая жертвенность. Это значит понимание общества. Это стало быть беспокойство за рамками своих ежедневных функциональных дел и обязанностей. И в этом будущем ни одной службы мира не может перекрыть федеральным составом. Ни одна служба, такой практики. А вот добровольцы – это когда мы понимаем, что мы способны и обязаны протянуть руку помощи людям, терпящим бедствия, не дожидаясь, формально не дожидаясь федеральных сил или субъектовых сил различного. Оно не может не понравиться. Это просто мы сейчас восстанавливаем дух, смысл, философию прежней Руси. И это деды, прадеды наших делали. Поэтому, вернувшись к истокам, мы возвращаемся к истине. Хорошо, а в целом по России как вы оцениваете именно это добровольческое движение? Оно развивается. Оно развивается по-разному. Каждый субъект ищет какие-то бонусы. Кто-то к отпуску, кто-то какие-то льготы на сельское хозяйство. Я знаю, в некоторых субъектах выделяют там стройматериал на каких-то основаниях, корма для животных собственного подворья. В общем, различные бонусы существуют. И я знаю, что эти добровольцы уже объединяются. Вот я был в Воронежской, так у них клубы появляются свои добровольцы. Они уже встречаются с семьями, они их приглашают в свои подразделения. В общем-то, происходит нормальное такое человеческое общение и настройка на позитив.